День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем» в студии Марферина Алексеева. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Глава Якутии Сэн Николаев провел итоговое заседание расширенной коллегии Минэнерго России. В Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере открылся Центр генных дерматозов. В Якутск поступили вакцины против пастереллеза. Сегодня начнется проведение вакцинаций. Студенты Алданского политехникума собираются на вахту памяти в Тверскую область. О раскопках. Якутские пловцы показали свое мастерство на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа в Южно-Сахалинске. В Москве состоялось итоговое заседание расширенной коллегии Минэнерго России. В нем принял участие и глава Якутии Сэн Николаев, который возглавляет Госсовет страны по энергетике. В ходе мероприятия были проведены итоги работ топливно-энергетического комплекса и определены главные направления для дальнейшего развития. Подробности у Максима Кардозу. Мир находится в глобальном энергетическом кризисе. Это ни для кого не секрет. Но даже в таких непростых условиях российская энергетика демонстрирует устойчивость. Об этом говорил вице-премьер Александр Новак. Россия смогла сохранить объемы поставок энергоресурсов на внешние рынки, уровень добычи, удовлетворять внутренние потребности. Особое внимание он уделил энергонезависимости Дальнего Востока. Хотел бы особое внимание обратить по Дальнему Востоку, по газообеспечению. Здесь нужно срочно реализовывать задачи, поставленные президентом по строительству перемычки между Силой Сибири, Сахалин, Хабаровск, Владивосток и, соответственно, по разработке Южно-Киринского месторождения для обеспечения снабжения Дальнего Востока. Глава Якутии Сэн Николаев, как председатель комиссии Государственного совета России по направлению энергетика, представил консолидированную позицию регионов по ключевым вопросам развития топливно-энергетического комплекса страны. Если на уровне страны энергетика – это, безусловно, стратегический элемент опережающего развития экономики, то для регионов это в первую очередь, конечно же, это тепло и электричество в каждом доме. Для регионов крайне важны вопросы надежности электросетевого хозяйства, модернизации объектов генерации, особенности в изолированных районах Крайнего Севера, снижение затрат и внедрение передовых технологий, вопросы тарифной нагрузки, энергосбережения и газификации. Мы их выносили и будем выносить на заседание нашей комиссии и будем формировать предложения. Особо значимо, что по итогам этого выступления министр энергетики России Сергей Цивилев подчеркнул принципиальную важность решений комиссии Госсовета по направлению энергетика. Решения вашей комиссии для нас очень важны, потому что это решение регионов. Вы взяли на себя большой труд и объединяете все решения, все предложения регионов. А наша задача эти предложения регионов реализовывать в текущей политике. И очень здорово, что именно вы приняли эстафету и возглавили эту комиссию. Не только потому, что я вас много лет знаю, а потому, что вы еще и главой являетесь очень важного, очень непростого региона Российской Федерации, главой Республики Саха-Якутия. Поэтому как не вам знать все детали, все нюансы, которые в регионах случаются. Спасибо. Спасибо. Глава Якутии отметил, что именно в таком формате, через прямой диалог, учет позиций регионов и совместную выработку решений, можно добиваться реальных результатов в развитии энергетики России. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Москва. Сэн Николаев обозначил главную задачу текущего периода – обеспечить доставку жизненно важных грузов в арктические и труднодоступные территории республики до начала ограничений на автозимниках и переправах. На текущий момент в труднодоступные районы доставлено 70% жизненно важных грузов от общего плана. Однако из-за теплой погоды ледовые переправы и автозимники могут закрыться раньше обычного, что требует от дорожных служб и перевозчиков максимально
максимального ускорения работы. Поэтапное ограничение грузоподъемности на федеральных трассах Вилюй-Колыма и переправе Якутск-Нижний Бестях начнется уже с 1 апреля до 30 тонн, а с 15 апреля движение будет полностью прекращено. Сегодня штаб по завозу грузов по автозимникам провели на уровне главы республики. Арсений Сергеевич лично держит на контроле завоз грузов по автозимникам. И ситуация, которая сегодня складывается на территории республики, безусловно, вызывает тревогу. Связано с поздним началом работы по завозу. Оно было связано поздним ледоставом, между тем, и, конечно, было связано с финансовыми отношениями, которые складывались по хозяйствующим субъектам, которые завозят топливные энергетические ресурсы. Между тем, этот вопрос был решен по мере возможности. Благодаря работе руководства республики мы получили кредит от федерального бюджета по опережающему режиму именно на северный завоз. В связи с установлением теплых погодных условий, влияющих на прочность ледового покрытия, ввели ограничение грузоподъемности на ледовых переправах. С 27 марта проезд по ледовым переправам разрешен только для транспортных средств массой не более 30 тонн. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и предотвращение чрезвычайных происшествий в период активного таяния льда. Операторы связи Якутии подтвердили готовность к сезону паводков и лесных пожаров. 26 марта на местности Усть-Хатын прошла плановая выездная проверка готовности территориальной подсистемы республики к паводкоопасному и пожароопасному периодам. В мероприятии приняли участие ведущие операторы связи региона, включая Ростелеком, Арктиктелеком и РЦИТ. Они представили мобильные аварийные бригады, оснащенные всем необходимым для оперативного восстановления объектов связи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Экстренные службы в полной готовности. В Якутске прошло пожарно-тактическое учение. Площадкой стала городская больница номер 2 по улице Севастопольская. Насколько действия спасателей приближены к реальности, в материале Лилии Бурцевой. По легенде, учений возгорание произошло в конференц-зале на 3-м этаже из-за короткого замыкания аудиооборудования. Огонь быстро распространился, помещение заполнил густой дым. В таких условиях главная задача пожарных – оперативно найти и эвакуировать людей. Цель у нас состоит в том, что основная задача – это спасение людей. И также слаженность работы медицинского персонала и службы взаимодействия. К реальным условиям будет приближено то, как силы и средства будут следовать уже по повышенному рангу пожара работы. И также службы взаимодействия тоже полностью, в полном объеме будут работать, каждый свои задачи выполнять. К учениям привлекли более 40 сотрудников и 9 единиц техники. По сценарию площадь условного пожара составила 110 квадратных метров. В здании находились порядка 150 человек, пациенты и персонал. В ликвидации условной чрезвычайной ситуации участвовали подразделения пожарно-спасательного гарнизона, а также сотрудники ГАИ, Росгвардии и полиции. Особое внимание уделено специфике таких объектов, как больницы. Работа в больнице – это прежде всего связано с тем, что там есть больные люди. Больницы бывают разные заболевания в связи с этим, что есть люди, которые лежачие, есть люди незрячие, со всеми разными болезнями. И основной упор делается на то, чтобы в кратчайшие сроки найти этих людей, через разведку, опросом администрации, поскорее найти этих людей и вывести их всех на свежий воздух. Такие тренировки – обязательная часть подготовки спасателей. Сначала все действия детально отрабатываются в теории, а затем на учениях, в условиях, максимально приближенных к чрезвычайной ситуации. Это позволяет пожарным действовать быстро, слаженно и эффективно при реальной угрозе. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск.
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября. Минздрав России подготовил проект обновленных правил оказания медпомощи. Согласно документу, на территории каждого аэропорта будет создан фельдшерский здравпункт для оказания первичной медико-санитарной и скорой помощи, включая специализированную. Его организация возлагается на оператора аэровокзала. Штат здравпункта предусматривает 4 должности – заведующий, фельдшер, медсестра или медбрат и санитар. Размещать пункты рекомендуется в зонах обслуживания пассажиров. Сотрудники должны быть на связи с дежурными бригадами скорой помощи и другими службами безопасности аэропорта. Минцифры России подготовила масштабную реформу Почты России и цифровизацию почтовых сервисов. Реформа предполагает перевод бумажной корреспонденции и квитанций ЖКХ в электронный вид с их последующей доставкой в личные кабинеты на портале госуслуг. Для граждан, не имеющих учетных записей и льготных категорий населения, сохраняется возможность получения документов в традиционном бумажном формате. Важным социальным нововведением станет разрешение на продажу безрецептуальных лекарств в почтовых отделениях, что существенно облегчит доступность к медикаментам для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Кроме того, законопроектом запрещается банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях связи. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». И мы продолжаем. Менее 2 месяцев остается до завершения обучения курсантов первого потока республиканской кадровой программы «Якутия. Земля героев». Участники приступили к изучению последнего модуля и готовятся к защите своих проектов. Вероника Таюрская узнавала все подробности. К защите проекта готовятся 24 ветерана специальной военной операции. Тематика их работы разнообразна. От поиска заблудившихся в лесу людей до сохранения деревянного зодчества в родном Улусе. Мы все имеем свои проекты. Сейчас у меня, например, новые подходы при проведении поисково-спасательной работы. Служба спасения Республики Якутия, например, по службе, по поисковой работе очень много новых идеологий, цифровых трансформации технологий, и именно при работе новых поисковых работ. Сегодня курсанты продолжают посещать лекции от представителей якутского правительства и уже готовятся к защите своих проектов. Последний модуль посвящен современным технологиям управления и включает в себя работу с искусственным интеллектом. Пришел сюда с большой надеждой, что наши участники специальной военной операции после окончания специальной военной операции, чтобы реализовать себя, чтобы быть полезным в нашей республике. У нас у каждого есть свой опыт. Допустим, у меня база образования и педагог, и юрист. Поэтому сейчас я очень много нового для себя взял по программе «Якутия. Земля героев». Поэтому для меня это большую роль будет в будущем. Путеводными звездами для курсантов стали представители правительства Якутии. Участники проходили стажировки в ведомствах наставников и набирались опыта прямо на месте. У Владимира Шиксимбаева наставником был уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева. Она прошла долгий путь государственной службы. В процессе обучения, передавая опыт, я понимаю, что истинный патриот – это человек, который на протяжении долгого времени, доказывая свою верность Родине, исполнял свои обязанности, не нарушив закона, соблюдая права человека, а также принося благо своей Родине, малой и большой. Обучение курсантов программы подходит к концу. Свои пожелания и советы участникам сказал Георгий Михайлов. Самое главное, чтобы они хорошо учились. Это я тоже на начале каждого модуля говорил. Сейчас уникальная возможность у ребят, чтобы они
наверстали те вопросы, узнали ответы на те вопросы, которые их интересуют и которые появились при обучении. Потому что уже в дальнейшем им никто не будет советовать, они будут уже по своим навыкам, по своим компетенциям, знаниям уже принимать решения. Обучение курсантов первого потока республиканской кадровой программы «Якутия. Земля героев» будут подведены в канун Дня Победы 8 мая. Программа уже продлена на 2-й сезон. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. За март профессиональную и психологическую помощь, в том числе по госпитальному направлению, получили порядка 1700 участников СВО и членов их семей. Проведено около 1700 групповых и индивидуальных консультаций. Работа проходит как на территории Якутии, так и в Ростове-на-Дону. В главном центре и филиалах продолжается проведение индивидуальных и групповых занятий с семьям участников СВО после потери близких. Регулярно проводятся обучающие семинары для специалистов психологического центра. По запросу военного комиссариата в городе Якутска в рамках программы социальной реабилитации и адаптации военнослужащих проведена просветительская работа. Мероприятие проводилось в целях формирования доступной системы психологической поддержки и просвещения о ее значимости. По итогам встречи поставлены задачи для построения алгоритма совместных действий. Детская школа искусств совместно с Народным фронтом и волонтерами провели передачу гуманитарной помощи. Получателем стал Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов. В свое распоряжение они получили плазменный телевизор и новое массажное кресло. Средства на помощь были собраны на специальном благотворительном концерте, проведенного детской школой искусств, в которой приняли участие воспитанники 5 различных учебных заведений. На наших детей, наше будущее подрастающее поколение, да, ну, во-первых, приводить чувство патриотизма, да, чтобы они понимали, что тот труд, который они делают, а которому искусству мы их обучаем, чтобы это, ну, во-первых, детям всегда нравится быть на сцене, дарить слушателю свое искусство, но один из главных моментов это был то, что этот концерт был благотворительный, то есть своим трудом, да, дети, они помогли тем ребятам, которые на сегодняшний день проходят здесь реабилитацию после специальной военной операции. Онкологи обсудили современные методы лечения и результаты сложнейших операций. Столица региона собрала специалистов со всей Якутии. За ходом конференции могли наблюдать онкологи из других регионов. Подробности далее. Онкодиспансер стал местом притяжения для онкологов со всей Якутии. 120 врачей, преподавателей и студентов собрались на межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную 80-летию Татьяны Мигалкиной. Ветеран онкологической службы много лет стояла у руля хирургического отделения. Она была учителем для многих врачей-онкологов. Татьяна Афанасьевна внедряла в работу уникальные современные методики лечения. На ее счету более 1000 сложнейших операций. Оперировала, владела всеми видами операций на всех органах, да, и как бы мы ее вот ученики даем как бы дань, да, уважение, памяти ее. И эта конференция, она посвящена вопросам лечения злокачественных новообразований и хирургического лечения, противоопухолевого лекарственного лечения. Программа мероприятия включала мастер-классы в операционных по удалению злокачественных опухолей, обсуждение современных подходов в терапии и результаты лечения сложных случаев. Для удобства участников конференция прошла по 2 направлениям – хирургическое вмешательство и медикаментозное лечение. Мастер-классы провели ведущие врачи Московского клинического научного центра. Сегодня в различных операционных по различным направлениям демонстрируются мастер-классы. Это и опухоли головы и шеи из этого раздела, и абдоминальной онкологии, хирургии молочной железы. То есть, в принципе, все направления, которые есть в хирургической онкологии, они все демонстрируются сегодня. Я думаю, что это очень полезно. И, может быть, даже не все слушатели, естественно, будут это
как-то делать там своих операционных. Конференция стала площадкой для обмена мнениями, а доклады онкологов помогут в решении сложных случаев. Вероника Таюрская, Артумен Наговицын, Якутск. Детям и взрослым с редкими заболеваниями кожи будут оказывать помощь лучшие специалисты республики. Так, в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере открылся Центр генных дерматозов. В центре будут делать своевременную диагностику и постоянное наблюдение пациентов. О начале работы расскажет Диана Антонова. Ура! Ура! С сегодняшнего дня Центр генных дерматозов уже начал прием первых пациентов. В начале работы специалисты из Москвы и Нижнего Новгорода вместе с врачами Якутии приняли больных ихтиозом, а также начали забор крови на генетический анализ. Мы многодетная семья. У нас, получается, младшая родилась с врожденным ихтиозом. Сейчас диагноз ставит булезный ихтиоз. Мы познакомились с хорошими врачами, нам порекомендовали разные дополнительные мази, которые улучшают нашу кожу, да? И также еще витамины рекомендовали. Также ежегодно мы через фонды «Дети-бабочки» ездим в Москву, проходим реабилитацию. Дерматологи центра будут принимать пациентов не только с редкими, но и с тяжелыми случаями хронических заболеваний, таких как псориаз или атопический дерматит. Ранее в других регионах России открылось 14 подобных центров, а планирование открытия такого кабинета в республике началось еще с прошлого года. Долгожданное открытие для нас. И это не просто подраздел. Это площадка, где наука, клиника и образование работают как единое целое. Мы рады стать частью большой всероссийской сети центров генных дерматозов. И я уверен, открытие нашего центра поможет нашим больным. Масштабная работа проводится при поддержке благотворительного фонда «Дети-бабочки». Более 15 лет организация занимается решением проблем пациентов с орфанными и хроническими заболеваниями кожи. Одним из основных направлений работы фонда является обеспечение больных медико-социальным сопровождением. Фонд «Дети-бабочки» работает над открытием и совершенствованием системы оказания медицинской помощи этим пациентам, над научными проектами, над проектами в сфере образования. Поэтому портрет современного орфанного ребенка с заболеванием кожи – это портрет активного малыша, который имеет возможность посещать детские сады, школы и быть социализированным абсолютно. Приезжие федеральные эксперты также обсудят с Министерством труда и соцзащиты республики работу проекта «Редкие женщины». Этот проект обеспечит сопровождение матерей пациентов. Диана Антонова, Виктор Дьячковский, Якутск. В столице республики продолжает работу кардиососудистый центр. За 4 года комплекс, оснащенный по последнему слову техники, принял около 80 тысяч пациентов. Хирурги выполняют сложные вмешательства от шунтирования до операции на открытом сердце, в том числе трансплантации. Врачи консультируют и диагностируют, например, практики теле-ЭКГ. Жители самых отдаленных уголков Якутии проходят процедуру, не выезжая за пределы района, и могут оперативно получить мнение ведущих специалистов. С недавних пор в центре открылась кафедра интегративной кардиологии, где молодые врачи могут познавать азы лечения заболеваний сердца. 20 марта состоялось такое очень долгожданное, очень большое событие в кардиологической службе нашей республики. Это открытие кафедры интегративной кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Надеемся, что эта кафедра, которая на стыке именно огромного опыта практической работы и передовых научных знаний, достижений, будет заниматься подготовкой врачей первичного звена. В России расширили программу бесплатного лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более 1 миллиона россиян получили бесплатные препараты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, что на 41 тысячу человек превышает показатели 2024 года.
Расширение охвата льготной лекарственной терапией позволило почти на 30% увеличить количество граждан с болезнями систем кровообращения, проживших год без осложнений. Данная мера реализуется в рамках системной работы по снижению смертности от заболеваний сердца и сосудов и обеспечению доступности современной терапии для населения. В Якутск поступили вакцины против пастереллеза. Проведение вакцинации начнется с 28 марта, сообщает Управление ветеринарной службы региона. Вакцинация будет проводиться бесплатно. Также важно зарегистрировать каждое сельхозхозяйственное животное в компоненте ХОРИТ системы ВКИС, ВЕТИС, а домашних животных в системе «Все звери». Это позволит оперативно отслеживать эпизоотическую ситуацию и принимать необходимые меры. Круглосуточно свою работу ведет и горячая линия по номеру 508 766. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. Буквально через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. Весна идет весне дорогу. Правда, омрачает приход тепла, что эта дорога всегда устлана или льдом, или лужами. В случае Якутска и тем, и другим. Как встретить весну без травм и что делать, если переломов и ушибов избежать не удалось, узнавал наш корреспондент. Снег соседствует с лужами, а это значит, что в Якутск пришла весна. Улицы, конечно, убирают, но успевать за капризами погоды коммунальщикам удается не всегда. Результат известный. Наледи можно найти в любой части столицы. Один неаккуратный шаг, и ты оказываешься на земле в позе звезды. Не легче приходится автолюбителям. Каждую весну якутская госавтоинспекция регистрирует увеличение количества аварий. Не дальше, чем вчера, на улице Дзержинского столкнулись 3 машины. А причины всему – вездесущий гололед. 20-летний водитель, не справившись с управлением, следуя со стороны улицы Пояркова, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Fit, затем с автомобилем Toyota Wish. В результате происшествия водитель Honda Fit и его пассажир, а также 2 пассажира с автомобиля Toyota Alex получили травмы. Участникам ДТП, как и самым невезучим пешеходам, путь заказан в травмпункт. В марте у врачей прибавилось работы. Пусть медики привыкли к такой сезонности, они все же призывают быть аккуратнее на улицах. С приходом гололедицы стало обращений больше, чем обычно, конечно. Чаще всего обращаются с травмами верхних и нижних конечностей, там переломы, растяжения, ушибы. Главное, не спеша перейти дорогу, оглядываться, смотреть по сторонам, смотреть, куда наступать. Если из борьбы с гололедом вы вышли проигравшим, да еще и с увечьями, то по закону имеете право на компенсацию. Чтобы вернуть потраченные не по своему желанию средства, нужно обратиться в организацию, по вине которой вы потерпели фиаско на льду. Как правило, это или УК, или местная администрация. Не забудьте сохранить все чеки за лекарства и выписки из травмпункта или скорой помощи. Не лишним будет зафиксировать место падения и найти свидетелей. Направьте претензии с документами в организацию. Если ответа не поступило, можно смело обращаться в суд. Рассчитывать на компенсацию стоит, если с момента травмы прошло не более 3 лет. Особенно внимательными нужно быть родителям. Будет кстати напомнить чадам правила дорожного движения. Тогда долгожданные весенние каникулы пройдут без лишних забот. Эржена Гармаева, Айлита Махно, Якутск. В Нерюнгри с наступлением весны начинается самый активный период по очистке от снега. Несмотря на то, что в течение всей зимы велись работы, каждый весенний снегопад ставит перед дорожными службами новые задачи. Работа идет без выходных. В период оттепелей важно оперативно убирать снег, пока он не превратился в потоки талой воды, а затем не замерз,
образовав ледяную корку. Особенно сложно приходится в жилых кварталах. Здесь нужно не только расчистить дворы, но и грамотно организовать вывоз снежных валов. Ежедневно на улицах города Нерюнгри задействовано 8 единиц техники. Данная техника работает на внутриквартальных проездах. Работы проводятся круглосуточно. Буквально неделю назад ночью активно расчищались центральные улицы, чтобы не создавать помехи для движения транспортных средств. На данный момент спецтехника работает в квартале ГЕ и квартале А. По окончанию работ на этих кварталах планируется перейти на следующие квартала. По утверждению графика механизированной снегоочистки на внутриквартальных проездах вся информация направляется в управляющие компании и в ТСЖ. Также размещается информация в соцсетях. Просим жителей города Нерюнгри заблаговременно убирать автомобили на проездах и дворовых территориях для качественно выполненных работ. Студенческий отряд Алданского политехникума вновь собирается на вахту памяти. Поисковая экспедиция будет работать в Тверской области, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Раскопы будут вестись в течение 3 недель. Как идет подготовка к экспедиции, узнали наши корреспонденты. После занятий бойцы студенческого отряда «Отважные» Алданского политехникума вновь собрались на беседу с командиром, преподавателем Александром Телеутовым. Скоро ребята отправятся в Тверскую область, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В составе поисковой экспедиции «Отважные» будут вести раскопы вблизи деревни Холмец Оленинского района Тверской области. И в ходе подготовки необходимо учесть все нюансы. Получается, я езжу уже 2-й год. В прошлом году это был мой 1-й раз. Там меня как раз таки обучили, как работать с костями, какие вообще кости существуют. Учили вести сами раскопки. Организатором проекта «Вахта памяти», инициированного Министерством обороны Российской Федерации, выступает поисково-исследовательское объединение «Память поколений». Главной целью акции является розыск павших в боях защитников Родины. Ранее студенты политехникума принимали участие в 10 сезонах поисковых экспедиций, в ходе которых были обнаружены останки 162 солдат Красной Армии. Мы, как правило, ездим на 2 сезона, да, не как некоторые отряды 1 сезон отъездили. Мы сразу едем на 2 сезона подряд. Это нам дает некоторые преимущества в чем? Я постоянно беру с собой в поисковую экспедицию новых бойцов. Раскопы начнутся 26 апреля, однако на место студенты прибудут на день раньше. Ребятам предстоит обустроить базовый лагерь. В этот раз на поля сражений отправятся 6 бойцов. 2 студентов уже работали в составе поисковых экспедиций. По словам юношей, каждый поднимаемый из земли предмет бесценен, а эмоции, испытываемые при обнаружении останков солдата, непередаваемы. Запомнился сам поиск, поисковое движение. Это в первую очередь патриотизм хороший, я считаю. Во-вторых, это очень интересно. Ощущения, но они как бы непередаваемые. Мы как бы не особо понимаем, что было в то время и что вообще могло с этим человеком произойти. Но вообще мы гордимся за этих людей. Для 4 отважных эта экспедиция станет первой. Перед тем, как приступить к раскопам, ребята пройдут обучение. Наряду с курсом тренировок в школе молодого поисковика бойцы освоят методики поисков и прослушают инструктажи. Прям интересно увидеть это наяву, как-то себя почувствовать в данной сфере, в раскопках. Прям, самому хочется побыть на месте ребят. Вахту памяти отважные будут нести в течение почти 3 недель. Накануне отъезда домой ребята вместе с командиром проведут несколько дней в Москве. По сложившейся традиции в столице запланирована обширная культурная программа. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Росгвардии пополнение и самое юное. В школе номер 10 Якутска открылся профильный класс. 32 пятиклассника сегодня дали свою первую в жизни присягу. Шефство над новоиспеченными классом будут вести якутский отдел вневедомственной охраны Росгвардии. Кто такие юные гвардейцы и чему их будут учить, в сюжете далее. С честью и достоинством нести это звание. Торжественно обещаю горячо любить свое отечество, быть верным данной клятве уставу школы.
Для них это не просто слова, а первый осознанный выбор. Волнение, гордость и чувство ответственности сегодня переживает каждый из 32 учеников. Среди них пятиклассник Глеб Пентранкин. Я очень рад тому, что вступил в класс Росгвардии. И обещаю, что буду хорошо учиться и никого не оскорблять. Мы очень рады, что в нашей школе номер 10 открылась кадетская школа под патронажем Росгвардии. Выражаем огромную благодарность директору школы, заучу школы, также классному руководителю Любовь Андреевне. И надеемся, данный патронаж будет очень полезен для наших ребят, детей школы. Для школы это первый опыт, когда профильный класс открыли уже с 5 класса. Ранее подобные направления здесь были доступны только ребятам постарше. Первичное оснащение у нас имеется, плюс у нас 2 тира. Один стационарный, который мы поддерживаем, построенный на народные деньги, а второй тир электронный. Вот эти фуражечки, это для них важно, они другие. Так же, как юнармия в свое время с новой формой привлекла к себе интерес, так и Росгвардия сейчас понимает, что любая мелочь для ребенка, она важна. Учить будущих гвардейцев будут не только педагоги, но и действующие сотрудники, а также ветераны ведомства. Школьники познакомятся с профессией изнутри, от структуры до реальных задач службы. Для детей это большое преимущество будет. А вот недавно с детьми, когда урок мужества проводила, спрашивала, кто, может, желает, например, в будущем поступить по правоохранительной деятельности. Желающие есть. Ну, по окончании школы как раз у нас целевые даются для детей, кто желает именно поступить по линии Росгвардии, по линии МВД, у нас целевые даются по Дальнему Востоку. Такие классы уже работают в нескольких школах Якутска, и их число будет расти. А для этих ребят сегодняшний день может стать первым шагом к будущей профессии. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Школьную программу полностью синхронизировали с заданиями ЕГЭ. Это снизит уровень тревожности выпускников, считает руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко. По его словам, все школы страны сегодня работают по одному стандарту качества – единым федеральным программам, учебникам и поурочному планированию. Таким образом, знания становятся системными, а переезд ребенка в другой регион больше не приводит к проблемам в учебе. Глава Якутии принял решение о продлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей для выпускников школ, получивших 100 баллов на ЕГЭ. Выплата 100-бальникам была введена в Якутии в 2022 году. Всего премию за все эти годы получили 87 выпускников. В прошлом году ЕГЭ на 100 баллов сдали 15 выпускников. 4 из них стали 100-бальниками сразу по 2 экзаменам. Прием заявлений в первый класс начнется не позднее 1 апреля. Подать документы можно лично, почтой с уведомлением о вручении, а также через госуслуги или соответствующий региональный портал. Процесс разделен на 2 этапа. Первый предусматривает приоритет для семей, проживающих на закрепленных за школой территориях, и тех, кто имеет право на зачисление вне очереди. Второй этап, но открыт для всех, независимо от мест регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате поступит в личный кабинет на госуслугах. В Якутске стартовал очный этап 5-х региональных научно-практических чтений имени Сергея Королева. Юбилейные чтения совпали с 3 датами: 65-летие полета Юрия Гагарина и Германа Титова, 90-летие музея Константина Циолковского и 100-летию народного образования Якутска. В этом году в отборочном этапе приняли участие более 1000 учеников, из которых прошло рекордное количество работ – 395 наиболее перспективных научно-исследовательских проектов. Эти участники защитят свои работы в 12 секциях. Особая гордость королевских чтений – поддержка легендарных космонавтов. За 5 лет в проекте принимали участие 8 героев России, чьи имена вписаны в историю покорения космоса. В этом году поприветствовать детей прибыл летчик-космонавт Андрей Борисенко.
Ну, я профессиональный инженер-ракетчик, поэтому для меня, конечно, интересно направление, связанное именно с этой деятельностью. Но надо сказать, что те чтения, которые проходят здесь, они, в отличие от многих других чтений, которые проходят по всей России, они очень разноплановые. То есть здесь присутствуют не только технические темы, но и гуманитарные темы, даже литературные темы. И то, что это все связано в одну тематику, именно в рамках королевских чтений, мне кажется, это очень здорово, потому что показывает, что космос – это не только техника, не только наука, это практически вся наша жизнь. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем», и мы продолжаем. В Якутске подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ «Обилимпикс». Соревнования собрали практически в 1,5 раза больше участников, чем в прошлом году. Подробности узнавал Тимур Колмогоров. Порядка 500 школьников, студентов и специалистов из 50 учебных заведений региона стали участниками ежегодного чемпионата. На протяжении недели они показывали свои навыки и мастерство экспертам в 73 различных компетенциях, которых также стало больше с прошлого года. Я работаю и организатором, и экспертом как начало нашей республики 2016 года. Обилимпикс разбивается региональный, потом это отборочные, и национальным участвуем все время. Да? Это очень вдохновляет, и очень много участников стало среди людей с инвалидностью и лиц ОВЗ. Да? И мне очень нравится моя компетенция предпринимательства, потому что она стартовала, и все время победители были, национальном участвовали, да? Даже многие потом открыли свое дело, толчок дал, стартап, как говорят, да? Айтал Антонов – один из призеров, принявший участие в Обилимпиксе впервые. Он занял 3-е место в компетенции мастер по обработке текста. Сам он отличник учебы, а кроме того разносторонняя личность. Айтал состоит в танцевальном ансамбле, играет на гитаре, занимается пауэрлифтингом и играет в теннис. На самом деле это было легко, просто времени не хватило. Надо написать текст, который дадут, а потом я обрабатываешь кантикулы, шрифт и так далее. Я очень рад, что поучаствовал в этом конкурсе и занял 3-е место. Я буду участвовать в следующем году. Помимо победителей в компетенциях был выявлен топ-5 лучших результатов среди профессиональных высших учебных заведений и отдельно среди школ. В этом году первые места заняли Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов и Республиканская коррекционная школа-интернат для неслышащих обучающихся. Для нас наши ребята – это самые замечательные ребята. Ежегодно к нам поступает 110 обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. И они получают профессии, специальности. И, конечно, самой важной задачей для нас и для них является трудоустройство. Всего по итогам конкурсных соревнований были определены 230 победителей и призеров. Для большинства участников чемпионат – способ показать свои силы и доказать не только другим, но и себе свои возможности для работы в профессии мечты. Нам нужны рабочие специальности, и оставлять за бортом ребят, которые имеют какие-то заболевания, я думаю, не стоит. Мы в этом убедились сами. Они являются настоящими профессионалами на 100%, которые могут выполнять те или иные задачи не хуже здоровых людей. Чемпионат Обилимпикс стимулирует и открывает в участниках новые таланты и навыки, а также позволяет уверенно двигаться к своим профессиональным целям. Победители по компетенциям в дальнейшем представят Якутию уже на национальном финале чемпионата, который пройдет в Москве. Тимур Колмогоров, Виктор Дечковский, Якутск.
Кулинарные баталии. В Якутске прошел чемпионат «Алгыстах-ас». Он объединил профессиональных шеф-поваров и студентов профильных учебных заведений. Участники работали в условиях, максимально приближенных к реальной кухне. Подробности далее. Студенческая категория – одна из самых динамичных. В соревнованиях участвуют 3 команды из Якутска, Сунтарского и Намского районов. У каждой всего 2 часа, чтобы приготовить конкурсное блюдо. Пюре с картошкой. И на горячее у меня говядина в сметанном соусе. А десерт? Десерт будет якутский национальный чохон. Условия максимально приближены к профессиональной кухне. Фиксированный набор продуктов, строгие требования к организации процесса и постоянный контроль со стороны жюри. Важно не только вкусно приготовить, но и грамотно выстроить работу. Горячее блюдо из мяса говядина. Буду делать рулет со шпинатом и с болгарским перцем. Интересно, конечно, это опыт для нас. Жюри отмечает, уровень подготовки студентов растет с каждым годом. Участники уже знакомы с реальной кухней и требованиями индустрии. Оценка идет по нескольким критериям. Температура подачи, температура подачи тарелок также известна. Чистота, рабочая гигиена, рабочий процесс, это тоже все фиксируется. Оценивали участников шеф-повара, в том числе приглашенные из Казахстана. При этом они же участвуют в чемпионате в категории профессионалов вместе с шеф-поварами из Якутска. Условия остаются такими же строгими. У них как бы способы приготовления, подбора и как они слаженно, главное, слаженно работают, это существенно различается. Среди участников и молодые повара. Анастасия Степановой 19 лет. Она уже работает в сфере общепита больше 3 лет и параллельно учится. Для нее чемпионат – это возможность получить опыт и проявить себя. Набраться опыта для своей дальнейшей карьеры, чтобы дальше работать еще лучше. Тартар из ряпушки на горячее тушеное мясо по-якутски. По итогам чемпионата первое место среди студентов заняла команда Сунтарского района. Среди профессионалов дипломом Гран-при награждена команда из Казахстана. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Всемирный день театра – праздник, который напоминает, что театральное искусство состоит не только из игры актеров, но и из магии, декораций и костюмов. Убедиться в том, что сценография является важнейшей частью спектакля, помогает новая выставка «Технология Саха». Экспозицию, посвященную визуальному языку театра, уже посетили первые зрители и наша съемочная группа. Вначале было слово для театралов сродни догме. Театра не существует без литературного первоисточника. Задача творцов – вдохнуть в текст жизнь и дать зрелище. Но если актеры за это самое зрелище получают лавры сразу, то те, кто работает над визуалом за сценой, чаще всего не видно. Отдает должное художникам-постановщикам выставка «Театрология Саха». Выставка посвящена 150-летию Союза театральных деятелей России, и Национальный художественный музей совместно с региональным отделением Союза театральных деятелей к этой очень торжественной большой дате подготовил выставку. Выставка вместила в себя практически все театры города. Это Русский драматический театр, театр Олнхо, театр танца, театр юного зрителя и региональные республиканские театры. Это Нюрбинский театр и Нерюнгринский. Зрители, которым тяжело рассмотреть все изящество костюмов в ходе спектакля, вдоволь насладятся деталями на выставке. А самый внимательный посетитель сможет еще и отследить весь путь якутской сценографии, начиная с работ художников-первопроходцев, заканчивая современным срезом. Здесь я представила себе, несколько такую ретроспективу, спектакли, которые мне особенно дороги, потому что были художники и режиссеры, с которыми было, скажем так, историческая была работа. Это, например, спектакль «Король Лир». Вот здесь представлен костюм от спектакля «Король Лир». Значит, он был поставлен в 2000 году. Вот здесь костюм по восстановлению 2014 уже года, поскольку спектакль любим зрителям. От эскизов на бумаге до их воплощения в действительность экспозиция показывает весь цикл создания атрибутов. А он, кстати, весьма непростой. Ведь театр – это всегда коллективный труд, поэтому художнику важно учесть мнение всех участников творческого процесса.
Вот, допустим, зарождается какая-то идея, и эта идея, витает где-то в умах режиссера, скажем, да, сценариста, и они, берутся за этот сценарий, за этот материал и, предлагают художнику решить этот материал каким-то образом. Как вы это представляете? Да? Художник должен, наверное, представить именно общую картину. Да? Познакомиться с самыми удачными решениями сценографов можно до 30 апреля в выставочном зале Национального художественного музея. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Состоялась стратегическая сессия по развитию физической культуры и спорта на Дальнем Востоке. В обсуждении приняли участие 11 министров региона Дальневосточного федерального округа, а также председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Участники представили свои программы, а также обозначили основные проблемы и достижения. Одним из ключевых вопросов стало внесение изменений в федеральное законодательство, касающееся развития национальных видов спорта. По итогам встречи будет подготовлен протокол, на основе которого продолжится дальнейшая работа. Мы будем, безусловно, рекомендовать к использованию опыт республики. И, конечно, всегда гордились и продолжаем гордиться теми проектами, которые здесь реализованы. Это проекты «Дети Азии», это и игры национальных видов спорта, игры Манчары. Все это как никогда сегодня важно для сплочения людей, для воспитания, формирования культуры здорового образа жизни. Якутские пловцы показали свое мастерство на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа в Сахалинске, Южно-Сахалинске. В копилку спортсменов вошло 28 медалей, 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. В составе сборной республики выступили 32 пловца из Якутска, Мирного и Нерюнгри. Тему продолжит Анастасия Пуляева. На протяжении 4 соревновательных дней сборная республики показывала уровень своего мастерства на чемпионате и первенстве Дальневосточного округа. Спортсмены выступали в 2 категориях – юниоры и взрослые. В этом году мы ездили впервые, в марте месяце, прошли недавно, с 18 по 21 марта. Ездили мы в Южно-Сахалинск. Там мы выступили успешно, я лично занял 2 серебряные медали и 1 бронзовую медаль. Впечатления положительные. Это рабочие старты. Дальше чемпионат России, Кубок России у ребят будет проходить. Соревнования по плаванию проходят в разных стилях, от броса до эстафеты. В состав команды этого вида входит 4 участника, каждый из которых поплывает по 100 или 200 метров. Сборная республики и здесь показала высокие результаты. Завоевала золотую и бронзовую медали. Получается, там 4 этапа. Если возьмем 4 по 200 кролем, то там 4 человека. Это судить по короткой воде, это 8 бассейнов. И когда человек проплывает 200 метров, он касается и прыгает следующий человек. По итогам 4-дневных стартов отобрано 8 человек на участие в Кубке России, который состоится через месяц в Санкт-Петербурге. Подготовка у сборной серьезная. 2 тренировки в день, первая из которых начинается в 6 утра. Ребята приходят на 6 утра утром перед школой и до 7:30 тренируются. Потом они идут в школу. После школы они приходят на 4 часа на вечернюю тренировку. Тренировка до 7 часов. И так каждый день, кроме воскресенья. 3 дня мы им даем восстановительное плавание. И через 3 дня у нас продолжается подготовка к финалу Кубка России. Впереди у спортсменов множество важных стартов, включая Кубок, первенство и чемпионаты России. Сейчас команда приступает к тренировочному процессу, чтобы подойти к предстоящим выступлениям в лучшей форме. Анастасия Пуляева, Илья Сыромятников, Якутск. В конце апреля, начале мая жители Якутии будут работать 3 дня. Дополнительный выходной предусмотрен в честь Дня Республики, который отмечается в понедельник, 27 апреля. Таким образом, рабочими днями станут 28, 29 и 30 апреля. Пятница, 1 мая, будет выходным в связи с праздником весны и труда. Закон о дополнительном выходном дне распространяется на работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета. Организации, финансируемые из федерального или местных бюджетов, а также
предприятий иных форм собственности решают вопрос о нерабочем дне самостоятельно. Такими были итоги минувшей недели, ну а мы продолжаем следить за событиями. Всего хорошего и до встречи в эфире.